красный угол, добро пожаловать его соперник, представляющий Сибирский федеральный округ, Новосибирскую область. Встречайте, Женишбек Улу Бектур! Итак, знакомьтесь, боец в синем углу. Ему 19 лет, рост 168 сантиметров, вес 56,7 килограмма. Он представляет Северокавказский федеральный округ, Республику Ингушетия. Вот он, Ибрагим Картоев. Его соперник в красном углу. Бойцу 21 год, рост 162 сантиметра, вес 56,7 килограмма. Он представитель Сибирского федерального округа, Новосибирской области. Приветствуйте, Женишбек Улу Бектур! Рефери поединка Александр Теребышев. Женишбек же начинал у нас в Кыргызстане, да? Свою профессиональную Да, деятельность. очень много сейчас подключилось к чату фанатов и тех людей, кто болеет за Женишбека, Бектура. Прямо газуют откровенно и говорят, что он должен стать чемпионом. Посмотрим. За него, в принципе, болели весь да его чемпионат. здесь, в принципе, он сибирский федеральный округ. Недалеко от вас, да, Новосибирск. 256 километров от Кемерово, поэтому будут болеть, конечно же, представители именно Новосибирской области. Кемеровчане здесь в спорткомплексе «Арена». Интересно на самом деле то, что в последнее время вот так вот диаспоры, да, расползаются по нашей стране, и мы принимаем все Ну, это другие и страны. неплохо, да. это развитие же идет. Да, и конечно, по всей потому стране, что не в отдельных каких-то регионах, представители как других принято, государств в итоге представляют наш флаг и представляют достойно. Мы видим вот на Женишбеке золотую форму. Обычно золотая форма, да, это говорит о том, что человек был чемпионом какого-то крупного турнира. Так АИМАФ выделяет чемпионов мира, чемпионов Европы. Так выделили мы чемпионов как раз-таки всероссийского турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Именно такую форму получали победители этого турнира в подарок от нашей компании-партнера по экипировке Green Hill. Вот. В принципе, довольно-таки насыщенные у нас партнеры с экипировкой. Можно найти нашу экипировку Союза России в интернете. Так что, если нравится, ищите. Попал. Сейчас, да, разведка, но со стороны Женишбека Бектура она более такая Да, активная и акцентированная. Ибрагим Картоев больше в защите как-то действует. Ищет слабые места другому. Да, Ну нет, как же сейчас атакует. неплохо правая рука отработала. Но и получает. Навстречу, да, пошел Бектур. Пытаются сейчас решить в чате, кто же все-таки лидер. Я думаю, что спор тут вообще бесполезен. Да, начало равное. Да. Постой. В любом случае, мы все всегда болеем за хороший бой и за то, чтобы этот бой прошел без травм. Это самое главное, да. Чтобы соперники друг друга уважали, чтобы не было никаких конфликтов. А так и происходит. Мы живем в одной большой многонациональной стране, а если историю копнуть назад, то еще и много у нас дружественных государств рядом, которых мы также считаем своими братьями, несмотря на всю политическую обстановку, которая происходит Да, сейчас. в спорте как-то это... В спорте все это всегда проходит вне политики, приезжая на любой международный старт, все государства, которые с нами рядом, все время с нами рядом, там и находятся. Мы делимся с ними формой, они делятся с нами формой. Мы готовы отдать им кусок еды, так же, как и они готовы отдать нам, или поспорить по какому-то решению за них, или они за нас. Ну, это хорошо, всегда это и правильно, так и должно быть. Спорт он не политики. Надо доказывать на стадионах, в загонах, силу и
интересный поединок. Никому не отдадим предпочтение, пока равный. Да, мы с вами в прямом эфире, напоминаем еще раз, это можно нас смотреть как на телевидении, так и в интернете. Ищите любой удобный способ, подключайтесь и смотрите. Искал сейчас Ибрагим ноги Бигтура, не удалось. Такой вот праздник сегодня устроили организаторы, Союз смешанных боевых единоборств, Федерация ММА Кузбасса, Министерство спорта России, все партнеры и спонсоры, которые организовали данное мероприятие на таком высоком уровне. Да, огромная благодарность всем. Зрители и телезрители получили шоу высочайшего качества. И продолжают получать его еще. Да, У нас все только начинается, как говорится, все в разгаре. Впереди еще много интересных боев. Ждем развязку в этом бое. Очень интересный, кстати, равный бой. У нас все бои пока такие. Но за исключением 70,3 килограмма, где Ольга пропустила от Даши вот этот вот добивание, серию добиваний, но в целом все остальные бои прошли полную отметку. А все по 3 раунда. Так что нас ждет очень такая многочасовая трансляция. Еще даже не приехали VIP-гости. Я еще вижу, что трибуны VIP-гостей с сидения, да, где они будут сидеть, пока еще пустые. Они находятся здесь на экскурсии, ездят по городу, смотрят все красивые места Кемерово. Много спортивных сооружений, как мы уже говорили, открылось именно в этом году в Кемерово. Да, сейчас неплохо, кстати, приложился у нас Ибрагим. С правой руки он иногда заряжает такой полупрямой, полубоковой, который попадает. Ох ты, сейчас с левой попал. Да, Жанишбек. И вот перевод в партер. Спокойно к этому относится, не паникует. Пытается закинуть ноги. Тут сразу понятно, да, что оба бойца и хорошо и бьют, и борются. Да, сейчас мы впервые, прям видно было хороший, но и побороться тоже не против. впервые мы так. сейчас видим такой глобальный перевод вниз, да, чтобы посмотреть уровень борьбы одного и другого. 100%, да, в Республике Ингушетия у нас огромные традиции борьбы. Кстати, вот тоже вот как в Чеченской Республике вообще ни одного представителя. Вот в Ингушетии один представитель всего лишь на наших экранах. Ибрагим Картоев. Тяжело сейчас. Конечно, очень хороший контроль со стороны Ибрагима. Находиться внизу всегда неприятно. И много сил он тратит, я вижу. Конечно, чтобы сбросить своего соперника, не пустить его за спину или в какую-то более удобную позицию. Сейчас боковой контроль. Вот сейчас будет пытаться встать Жанишбек Бигтур. И встает. Отлично. И снова попытка перевода. Попытка зацепа уже со стороны Жанишбека Бигтура. Сконтрил его сейчас Картоев Ибрагим. И вот он зашел за спину. И 1 минута есть для того, чтобы усовершенствовать это положение. Вы слышали, да, как трибуны сразу закричали в поддержку Жанишбека Бигтура? Сетки, да, он приблизился для того, чтобы не дать работать своему сопернику с собой внизу. Вот пытается сейчас разорвать захват. Не очень приятный такой удар в направлении бедра со стороны Ибрагима. Сушит ногу для того, чтобы дальше пытаться найти себя в борьбе. Я так понимаю, что немножко проверив себя в стойке, сейчас Картоев Ибрагим плавно сделал план на борьбу, на перевод. Он понял, что он может контролировать положение внизу. Да, как бы стойки равные шансы были. А здесь у Картоева побольше шансов. Побеги. Последние секунды второго раунда. Ну, сейчас небольшое преимущество можно отдать Ибрагиму Ух ты, Картоеву. и разорвал дистанцию и пробил удар еще. Ну все, получается у нас, да, Ибрагим Картоев забирает второй раунд. Так и есть, да. Первый был равный. Итак, пишите в комментариях по поводу третьего, на кого ставите. Решающий третий раунд. Предстоит провести спортсменам. Да, ну есть, видно. У Ибрагима Картоева есть еще силы. Не так тяжело он дышит. Смотрим самые интересные эпизоды второго раунда.
Вот так удалось Картою перевести в партер соперника. Да, очень был интересный перевод и такой многопозиционный контроль, да, то есть только бы Женишбек Улугбектур пытался встать, и снова Ибрагим его переводил на контроль, прижимал к сетке, не давал работать активно. Самый интересный раунд нас ждет именно сейчас. Третий. Итак, разделились снова мнения, тут кто-то уже миллион поставил на Беку, видимо, такое у него короткое имя, Бектура я имею в виду. И кто-то говорит, что все-таки выиграет синий, выиграет Ибрагим. Посмотрим. Самый интересный раунд нас с вами ждет. Спасибо, что пишете комментарии. Читаем группа Союз ММА России ВКонтакте. И вы можете также на странице Союза ММА России mmaunion.ru найти трансляцию. И там же тоже также в чате оставлять комментарии. Ньюсбек сейчас пытается уже бороться больше. Обороняется здесь Ибрагим. Из угла подсказки. Не дает бороться сейчас Ибрагиму. Женишбек Бектур. Бека будем называть его также, да? Интересный очень поединок. Видно, да, что уже подустал сейчас к третьему раунду Ибрагим. Слишком так откровенно бросился в ногу. И вот здесь уже как раз-таки Женишбек Улугбектур. Он же Бека дождал и сбросил спокойно вниз. И так дал ему тратить силы. Но видим, что Бектур пытается больше в стойке все же действовать, а Картоев многие проходы ищет. Чуть-чуть выше Ибрагим, примерно на 4 сантиметра, что дает ему разницу, так скажем, в рычагах. По нашей статистике на 6, да? На 6 сантиметров, да. Картоева, Женишбек 62. Получается так, да. Ну а по возрасту она примерно одинаковая, то есть опыт там примерно одинаковый. Вот сейчас уже контроль на стороне Беги. Болеют явно, да, за Бектура. Болельщики в спорткомплексе «Арена» в городе Кемерово, где проходит чемпионат России по ММА. Хорошо, сейчас забрал спину Бектура. И вот здесь минута. абсолютно тот же сценарий, какой он был до этого, но со стороны Ибрагима. Больше контролирует сейчас Бектур. Победили местами, правильно сейчас. И вот она попытка перевода уже со стороны Беги. Но Ибрагим очень хорошо чувствует борьбу, видно базу борцовскую. 100% занимался он либо вольной борьбой, да, либо греко-римской, но, скорее всего, вольной, я думаю, что все ребята занимались в любом случае. Не дает он себя перевести. Вот она снова попытка перевода уже со стороны Ибрагима, но сконтролировал и перевел этот поединок вниз. И поддерживают зрители Женишбека Улугбектура. Посмотрите, как болеют за сибиряков зрители. Надеюсь, вы также сидите сейчас у телеэкранов и болеете. Добивание со стороны Беги. Ибрагим не дает. До конца пытается снова бросился в ноги. Прекрасный поединок. Никому не отдадим, пожалуйста, значения, да, Александр? Да, но первый раунд равный, второй раунд на стороне Ибрагима, третий раунд на стороне Бектура. Раздельным, возможно, решением судей я бы отдал Бектуру. Именно по концовке. Ну, за концовку, да. Да. Согласен. Ибрагим большой молодец. Большое будущее. Да, великолепно. Ну, да, кыргызская шапка сразу появляется. Просто красота. Да, устал Ибрагим Картоев. Снова чат оживился и началось просто бешеное количество отправления сообщений. Ну, потому что это действительно, непонятно, кто же в итоге победил. И слушаем оглашение судейского решения. Вот так вот болеют здесь за сибиряков. Ну, Васи почти город-спутник. Рядом, там много городов интересных, Да? в которые также можно съездить. Что, так как мы сейчас развиваем национальный туризм, ввиду того, что границ много закрытых. Да, видим, какое тяжелое Дамы решение, и да? господа, Летом в Сибири погода 3 также раунда хорошая. Берите не билеты, выявили прилетайте и победителя. смотрите. Назначается Здесь экстра города. раунд. Вот так вот, Вот да. так вот. Ну, как мы и говорили. Слушайте, да, мы с Александром много угадали. Да. Равный поединок. Ну что, Только
Еще раз, все, кто смотрит нас. станет чемпионом России. Экстра раунд, пишите, за кого вы болеете. Бека либо Ибрагим. Новосибирск либо Республика Ингушетия. Наверное, Магас, да? Новосибирск против Магаса. Кто знает, откуда Ибрагим, может быть, он не из Магаса, из какого-то другого города, либо села. Кто Напишите болеет так за же. Ибрагима Картоева? Да, думаю, болельщик, конечно же, знает, А кто откуда уверен в Ибрагим. победе Шанишбека Улубекфура? Вот он, этот заветный пояс чемпиона России Ответ по здесь. В смешанным боевым октагоне единоборствам. Союза ММА России. Да, видно, Все, много, дали чуть-чуть много восстановить, силы. дали Да, чуть Картоев восстановить соперников. Да, видно, что Ибрагим сейчас прям сильно устал. протерли его и полотенцем. Да. Бектур прям готов, уже рвется в бой. Вернул шапку свою секундантам. Мы ждем. Решающий. Экстра раунд. Экстра-раунд. Прекрасный поединок. Кто-то пишет Ингушетия газует, кто-то Киргизстан, кто-то Новосибирск. Ну, болельщики Спартака Арена, конечно же, Новосибирск. Сибирь пишут нам сейчас в чат прямых трансляций. Болеем, мы слышим, как вы болеете даже у своих экранов. Да, хороший. И вот Бектура сейчас. Один из самых знаковых поединков, да, до этого 52,2 и сейчас 56,7 Да. килограмма. Вы посмотрите, несмотря на вес, какие какие. классные поединки. Казалось бы, легчайшие веса, но поединки тут шикарные. Как это называют в других промоушенах, прелимы, да, первые бои, которые разогревают основные. А здесь нет прелима, здесь все бои, несмотря на то, что он начался в начале мероприятия, они очень крутого качества. Бойцы заслуживают быть в сборной, заслуживают пройти сборы и поехать на крупные чемпионаты с флагом России. Ну, это подарок болельщикам, конечно же, такой поединок великолепный. Сейчас, пожалуй, Бектур небольшим преимуществом идет в этом раунде. И снова, да, получается, Бектур занял позицию сверху. А побольше у него сил под концовку осталось, как мы видели, да? И забрал он, кстати, концовку третьего раунда. И ничего, произошел этот экстра раунд. 1,5 минуты осталось спортсменам. Всего лишь 1,5 минуты, Да. это уже 4-й раунд. То есть мы приближаемся к отметке общей 12 минут боевого времени. То есть это уже Много, тест много Купера, сил, да? да. Есть такой тест, Да, когда есть. 3 километра Спортсмены проходят отдался Картоев. Пользуется этим Женишбек. Улубектур. Шло активное добивание со стороны Бека. Хватит ли ему сейчас сил для того, чтобы добить? Все! Хватило сил. Вы Это посмотрите! победа Победа Женишбека. Женишбека у Бектура! Празднует Великолепно. победу Новосибирская земля, празднует Киргизстан. И Сибирь Здоровье также. Ибрагима, он огромный молодец. Только экстра раунд решил здесь, кто выиграет. Да, как громкогласная арена. Это первый поединок, где так болельщики активно включились. Но там, где сибиряки, я думаю, они теперь будут болеть постоянно. Это да. В следующем, кстати, поединке будет также сибиряк. Ну да, Туктаев, Анушверон Да. против Капизов Шахбана. Капизов Шахбан, кстати, был также победителем первенства России в 2019 году. Выступал он в сборной 18-20 лет. Да, помню этого спортсмена, очень хороший Вообще, такой. в принципе, Оренбургская школа за последнее Дамы и время, господа, да и, в принципе, является одной из Время сильнейших. остановки боя минута и 58 секунд 4-го экстра раунда. Техническим нокаутом добивания одержал победу и стал Смотрите, не сдерживает чемпионом эмоции Бектур. России на величайшем отдал. весе Шанишбек Улубекфур. Поздравляем представителя Новосибирской области. сопернику. Да, поздравляем мы Ибрагиму того этого Картоеву. спортсмена, поздравляем мы Беку. Великолепный поединок, кстати, Смотрите, да. какой пояс на его теперь в талии находится. Да, вот мы говорили, что в финальной части все представители Дагестана будут, Серебряным да? призером Но чемпионата на России втором месте стал представители Ибрагим Оренбургской области, Картоев. трое. Да. А вот и он, Что, прав чемпион! Александр, когда как говорят. Шанишбек Ну, а Оренбургский взять спортсмен, да. Дамир Исмагулов, да, взять Да, Алексея действительно. Гунченко, взять
много-много бойцов. Роман Богатов, который сейчас выиграл, кстати, недавно турнир Брейв, он проходил в эту пятницу. Выиграл Абдулмуталипа Гаирбегова, это также представитель Союза ММА России. Роман Богатов был победителем Кубка России, Суперкубка России. Абдулмуталип был чемпионом мира по ММА. И они встретились теперь в профессионалах, и получается, Роман Богатов оказался сильнее, выиграл его уже в профессионалах в одном из сильнейших азиатских промоушенов Брейв, который проходил в Беларуси. Один из его этапов. Так, слово Виктору. Да, на трибунах также знают, что золотого века. Поздравления. Спасибо им большое. Также всем моим друзьям этот бой заслуживает. Мой тренер в первую очередь. Вот. И спасибо всем моим друзьям. Также дома. Они, к сожалению, по семейным обстоятельствам не смогли приехать. Мама, папа, брат, я вас люблю. Поезд едет к нам домой, как и обещал. Альхамдулилля, сегодня я победитель. Спасибо всем огромное, всех люблю. Шанишбек Улубектур. Петр, вам слово. А тем временем, дорогие друзья, выражаем благодарность партнерам чемпионата ММА